Вообще в этом году напряженных моментов нет. Как отмечают в Минобре Татарстана, решить проблему нехватки мест для первоклассников помогла работа по строительству и расширению учебных заведений. В этом году в республике откроют 11 новых школ, более чем на 9 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом первоклашек стало меньше, что и решило ситуацию. Напомним, в ряде микрорайонов не хватало мест для семилеток. Поселок Куйки строится у нас новый объект для начальной школы на 600 мест. В прошлом году у нас были построены школы, новые здания к 182-й школе, это в Салават-Купыре. А в Солнечном городе к 186-й школе было построено новое здание на 1500 мест. Таким образом, все те вопросы, которые раньше жители задавали, связанные с приемом в первый класс, нехваткой мест, они на сегодняшний день урегулированы. Казанская консерватория, где прошло выездное заседание парламентариев, в следующем году отметит свое 80-летие. За эти годы здесь подготовили около 8000 мастеров искусств. Вот если Назиб Гайевич при открытии консерватории пригласил столичных профессоров из Петербурга, из Москвы, вот, то есть эти были приглашенные профессора. Теперь полностью это третье, четвертое поколение музыкантов, это абсолютно наши выпускники нашей консерватории. Во-первых, пианисты везде востребованы, это концертмейстеры, это исполнители, это всегда они востребованы. Духовые инструменты, оркестровые востребованы. Сейчас, знаете, положение улучшилось, в оркестре хорошие зарплаты. В прошлом году научно-образовательный кластер Казанской консерватории был значительно расширен. Теперь 90 организаций, в том числе музыкальные школы, объединились для подготовки специалистов. Так детям из глубинки будет проще достичь вершин искусства. Но для чего создавать и поддерживать такую сложную и большую структуру? А вот для чего. Музыкальное и хореографическое образование – это две профессии, подготовка к которым начинается с 5-6 лет. Это раньше, чем спорт и военное дело, и это еще более строгая дисциплина. Не каждый сможет так учиться. Как отметили депутаты, при всей образовательной инфраструктуре и богатых традициях Казани явно не хватает музыкального театра. Катастрофически мало музыкальных спектаклей у нас в Казани сегодня. У нас нет современного музыкального театра, который должен быть. Во всех городах есть, в Москве, несмотря на в Ленинграде, в Свердловске. Нужно нашему городу, потому что у нас нормальный, хороший зритель. Все, наверное, культурное сообщество за новый организм, который будет называться музыкальным театром. Это действительно организм, его надо, мы помним, скажем, если драматический татарский театр 118 лет назад дал первый раскис свои в 1906 году, то, я думаю, не надо этого бояться, у нас и кадры, и все есть. Депутаты рассмотрели состояние библиотечного дела. Сейчас в республике работают 1500 библиотек. В прошлом году за книгами обратились более 20 миллионов раз. Приоритетной задачей развития библиотечного электронного портала. Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.